межрегиональную на тему сохранения национальных культур в условиях современного федерализма. Действительно, современный федерализм на практике сильно отличается от того, как он прописан в законодательно существующих законодательных актов, начиная от Конституции и далее. Реально мы практически превратились из федеративного государства в унитарное. И, конечно, необходимо не только в области сохранения языка, и на всех остальных направлениях начинать активно действовать. Одними просьбами, одними упованиями на то, что надо достучаться до наших руководителей, ничего не добьемся. Нужно просто объединяться, создавать общественные организации, проводить ежегодные форумы, требовать не просто на уровне просителей, а явочным порядком создавать такие структуры, которые бы, обладая общественным признанием и обладая авторитетом, смогли бы на различных уровнях, и на уровне законодательной власти, на местном, региональном, федеральном и на уровне исполнительной власти добиваться поставленных целей. Для нас, кстати, очень хороший пример современная Европа. Действительно, я просто был поражен, когда в докладе Аласа Эктора прозвучало, что в Уэльсе или в стране Басков 12% в 1971 году из молодежи знали язык, а в настоящее время до 74% поднялся. Ну это действительно поражает. Значит, мы можем быть уверены, что язык можно сохранить, но для этого нужно проявить, конечно, политическую волю, стремление, и необходимо двигаться по самому широкому фронту. Ну и в частности я приглашаю всех на конференцию, которая Чувашская национальная культурная конференция города Екатеринбурга планирует провести в июне этого года на тему сохранения этнических ценностей в условиях современного информационного общества. Действительно, чем может быть национальный язык полезен, когда мы входим в современное информационное общество? Какой этот континуум, какую информацию он несет для человека, молодого человека, который собирается сделать карьеру, например, в европейском менеджменте, либо политическую карьеру в России? Казалось бы, нет никакого интереса этот национальный язык изучать. Так вот, это проблема. Необходимо найти какие-то аргументы, показывающие, что да, это национальная культура, национальный язык, национальные обычаи, национальный характер. Это важно. Это важно, это необходимо. И, на мой взгляд, нужно активнее переходить от мышления, характерного для прошлого и позапрошлых веков, когда русский язык был между национальными языками и мировой культурой мостиком, для того, чтобы найти, скажем, обрести ценности мировой культуры, необходимо было изучить русский язык. Сейчас через интернет можно и необходимо напрямую, и молодежь к этому призывает, напрямую переходить от национальных языков к языкам других народов мира, минуя этот мостик. Вообще необходимо от этого отказаться. Не должно быть никаких мостиков. И интернет для этого прекрасная площадка, прекрасное пространство. Спасибо за внимание. Я хочу сказать, что процентами владения языком нельзя особо увлекаться, потому что национальность определяется человеком самостоятельно. Я, например, хочу сказать, в условиях Казани, когда сейчас ассимиляция достигает 25%, процент изучения и знания языка будет автоматически расти изо года в год, потому что количество татар уменьшается. Если, например, в стране басков останется 3 баска из молодых, все 3 будут знать, они будут 100% знать. Но... Не 4 миллиона басков, вот, кстати, нет, басков-то 4 миллиона, но вот с молодежи столько осталось. Понимаете, абсолютные цифры тоже имеют значение, не только проценты. Вот там очень тонко формально подходит к определению национальности, он сам его определяет. Вот он родился от басков, будет считать себя испанцем. Все. Мы на самом деле сейчас уходим от темы сохранения языка. Да, конечно, я просто хочу сказать, что увеличение процента может идти другим путем. Что касается резолюции, я ее всецело поддерживаю. Считаю, что это
очень правильный документ. И даже, я бы сказал, в нем не хватает радикализма, так бы сказал. Он довольно в мягких выражениях сформулирован. Но в целом я его полностью поддерживаю. Спасибо. Уважаемые товарищи, ругань не увеличивает аргументацию, поэтому эти документы составлены так. Республика Алтай, Дермеков представится. Мы сюда ехали вообще-то в надежде на то, что вот нас собрали чуваши, татары, что, как говорится, вы нас мобилизуете всех, скажете, что делать, и мы, как говорится, вот под вашим флагом вперед двинемся. Сейчас я вижу, что вот эти проблемы у вас как бы даже чуть ли не еще хуже стоят, чем у нас. Например, чуваши как-то расслабились, татары расслабились, вот то, что Иван Иванович сказал, то, что у них творится, где плохо, там как бы волей судьбы, они уже борются и так далее, вот в этом плане дела как бы лучше обстоят. Мы приехали, вот Алтай является прародиной всех тюрков. В 2006 году правительство Татарстана уездом в нашу республику установило знак Тюркской Орды, делегация Татарстана поклонила своей древней родине. В прошлом году Кирсан Илюмжинов приезжал с делегацией. В школьных учебниках истории турецких школ написано, что они пришли с голубых гор под вечным синим небом Золотого Алтая. Но и у нас дела как бы не совсем блестящие. Нас сегодня всего 210 тысяч человек, 29% мы алтайцы, и теперь около 30% наших детей плохо знают или совсем не знают свой родной язык. Например, вот по вопросу ЕГЭ. Вот и то, что вот в 9 классе ведут скоро экзамены ЕГЭ по русскому языку, тоже как бы ударяет, это продолжение этой темы. Родители наших детей, чтобы их дети могли поступить учиться в российские вузы, отказываются от изучения алтайского языка, чтобы углубленно знать русский. Вот мы сначала добились сами, чтобы в местный закон об образовании внесли поправку, чтобы дети алтайской национальности в обязательном порядке изучали свой родной алтайский язык. Прокурор республики опротестовал, и Верховный суд республики Алтай это дело отменил как дискриминацию детей алтайцев. Хотя мы сами алтайцы об этом просили. Вот такой, как говорится, интерес получается. Мы не можем добиться, что в единственном вузе республики Алтай, университете, чтобы открылся факультет алтайского языка. Теперь капитализм, исчезли льготы детям и народцам, изучавших родной язык при поступлении в вузы России. Наш богатый и красивый Алтай сохранился в нетронутом виде из-за того, что мы, алтайцы, испокон веков поклоняемся и охраняем его. Сейчас Алтай объявлен туристической зоной, и там планируется построить один из 4 игровых зон России. На наши земли ринулись богатые покупатели со всей России. Местные жители уже не могут подойти к берегам Катуни-Делецкого озера. Все сплошь застроено турбазами. Алтай стал зоной охоты вип-персон. Вы слышали об аварии вертолета с браконьерами, где погиб представитель президента в Госдуме. Вы сделали обращение к президенту, но никакого толку. И вот бороться за выживание родного языка сейчас стало опасным. Тут многие сидят, кто привлекался по 282 статье. Я вот привлекался тоже, но с помощью настоящих русских интеллигентов Томского госуниверситета, который я закончил. Вот в этом я как-то вижу смысл, еще может быть вот такое новое, что, скажем, надо, по-моему, обращаться к самим русским, оставшимся настоящим русским интеллигентам, которые на самом деле могут помочь нам. В этой ситуации мы вот все-таки смотрим с надеждой на вас, на чувашей, татаров, башкиров. И вот то, что Николай Егорович говорил, оргкомитет подготовил хорошие предложения, мы их поддерживаем. Документы, то есть свои предложения, вот мы вчера ночью выработали, Иван Иванович это дело озвучил. И вот, например, мы у себя хотели ваш опыт перенять. Например, наш генерал-губернатор все время говорил, что дайте мне любые законом разрешенные методы преподавания алтайского языка, и он внедрит у нас их. Мы ему предложили татарский вариант. Когда на территории Татарстана все дети обязаны изучать государственный татарский язык, но он, когда это дело получил, замолчал и отложил это в дальний ящик. И говорит, что не созрело русское большинство.
В этой ситуации русское большинство никогда не созреет, я думаю. То, что говорил господин Эктор, у нас в Республике Алтай тоже наблюдается и не соблюдается. Название населенных пунктов, улиц только на русском. Мы об этом написали письмо своему генерал-губернатору, он демонстративно молчит. Но я хорошо помню, как по программе «Время» показывали озабоченность правительства России, что в Румынии небольшая диаспора русских теряет свой родной язык. И туда направлялась помощь федерального государства в виде денег, учебников и так далее. Тут мы в России, являясь подданными России, имея гарантии Конституции России, не можем быть услышанными. Например, у нас в республике есть Кашагатский район, где живут казахи, которых мы в свое время приютили. Так вот, Казахстан им напрямую помогает, у них есть учебники, у них нет никаких проблем. Тут выступал товарищ Чуваш вот в Екатеринбурге. Может быть, все-таки Чувашская республика должна, думаю, помочь своим чувашам, которые живут за пределами республики. Также, наверное, и по татарам, которые вот 85% живут за пределами Татарстана, им помощи ждать неоткуда, да, как от Татарстана. 15%. Да, поэтому, так сказать, на это обратить надо внимание. Мы приехали к вам сказать об этом, приехали установить связи, контакты, обменяться телефонами, электронными адресами. Мы и желаем, чтобы вы, ваши дети, ваш народ и дальше вечно жили в мире на своей родной земле, под вечным синим небом, которое всех нас породило. Спасибо. Мое желание, что у нас уже есть план, программа, резолюция обращений. В дальнейшем мы должны этот, основываясь на эти план программы, не то что конференции, а собрать всех, более представительно собрать кавказских народов, сибирских, поволжских, со всего района, чтобы был типа как союз нерусских народов Российской Федерации, чтобы наш голос был услышан. И еще бы хотел добавить, вот мы, некоторые ораторы жалуются, типа как чуть не плачут, надо бороться, надо до конца держаться. Сделаем анализ, откуда растут ноги. После прихода, как стал президентом Владимир Путин, все это началось. Вот у нас уважаемый Аксакал Фендесвами Сафиуллин в своем докладе сказал, как в свое время Адольф Гитлер, когда нацистские фашистские времена были, действительно жестко ставили условия, самый первый ставили ставку системообразования. Та же система структуры идет у нас на данное время в России. Мы все говорим, вот типа как мы патриоты, мы типа как патриоты России, мы должны быть патриотами, вот чуваши, у себя чуваши должны быть патриотами, мы татары, у себя Татарстан должны быть патриотами, башкиры у себя башкиры у себя башкиры должны быть патриотами. Только тогда у нас будет продвижение. Еще хотел сказать одно, это предложение уже. В дальнейшем сегодня, наверное, уже не получится. Я думаю, надо обратиться в дальнейшем президентом, парламентом стран СНГ. Почему? Потому что Путин, опять же, хочет создать, типа объединенные городища, хочет собрать бывших республик Советского Союза. Им мы должны глаза открыть. Тем же казахам, узбекам, азербайджанцам, украинцам, грузинам, армянам, всем. Вот как ущемляет, мы в своих обращениях, разумеется, должны указать, более обширно, расширенно. Вот как ущемляются права нерусских народов. Пусть они знают, пусть они будут заинтересованы, если чем ближе они станут к России, или они войдут, типа как Белоруссия, типа как Беларусь и Россия уже как-то вместе, чтобы они тому же Путину сказали, вот вы же давите всех нерусских народов, мы приближаться, типа как, с вами, Россией, не можем. Вот в таком плане как-то надо более обширно вести работу. И в дальнейшем резолюции, обращения или другие документации надо делать так, я думаю, парламентом, правительством, президентом, бывшим странам Советского Союза.
Все, спасибо, Рафик.